В деле Евгения Сурикова поставили точку. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес вердикт в отношении 3 обвиняемых в убийстве подростка. Трагедия произошла в Нижнекамске 26 ноября минувшего года. Обвинение считает, что молодого человека вывезли в лес, где и забили его до смерти. Какое решение вынес суд и как на него отреагировали родственники убитого, знает Айрат Назипов. В морге я не мог обознать своего сына, понимаете? Лица не было. Родители погибшего Евгения Сурикова вспоминают ту роковую ночь со слезами на глазах. Рассказывают, они отпустили своего сына на день рождения знакомого, а когда он не вернулся на следующий день, забили тревогу. Больше всего их удивляет в этой ситуации то, что их сына в трудной ситуации не помогли его друзья. Конфликт, как считают следователи, вспыхнул еще в квартире. Друзья Жени были в соседней комнате. Это все начиналось, и они все это слышали, крик Жени. Они испугались подходить. Я не знаю, что за люди, соседи квартиры. Слышно, это друзья Жени, это Сумкин, Данил, Окунев, Никита. Они 7 лет дружили, 7 лет дружили. И убежали, оставили его совершенно одного. Как это можно? Самые лучшие друзья. Как считает следствие, ночью 26 ноября прошлого года у потерпевшего Евгения Сурикова произошел конфликт с некоторыми подсудимыми. Те якобы посчитали его наркоманом и решили наказать. Хотя, как позже установила экспертиза, подросток не находился в наркотическом опьянении. Но предполагаемые злоумышленники думали иначе. Наказание с их стороны не заставило себя ждать. Тимиргалиев привлек своих ранее знакомых Рябова и Низамова и, соответственно, вывезли в лесной массив Корабельную рощу, где совершили его убийство. Изначально по этому делу были арестованы 4 человека. 23-летний Ильдар Тимиргалиев, 20-летний Ильнур Низамов и 23-летний Алексей Рябов. Еще одному фигуранту дела на момент преступления не исполнилось 18 лет. Суд, опираясь на заключение экспертов, признал его невменяемым и отправил молодого человека на принудительное лечение, освободив от уголовной ответственности. Сегодня суд огласил приговор 3 подсудимым. 2 из них признали вину частично. Ильдар Тимиргалиев заявил о своей невиновности. Родственники убитого просили максимально строгое наказание. Я бы хотел бы пожизненно записали. Просто не знаю, как они убили Васильевского. Не считаю, там 10-15. Я бы хотел, чтобы пожизненно население. В итоге суд приговорил Ильдара Тимиргалиева к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Алексея Рябова к 11 годам. Ильнуру Низамову уже переквалифицировали статью на более мягкую – укрывательство преступления. Он был водителем той машины, на которой Евгения Сурикова вывезли в лес. Молодого человека освободили в зале суда, назначив ему штраф. Выплатить он должен будет 50 000 рублей. Во время оглашения приговора в зале суда было неспокойно. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников убитого. Ильдар Тимиргалиев должен выплатить компенсацию в виде 500 000 каждому из родителей Евгения Сурикова. На 200 000 меньше должен выплатить родителям убитого Алексей Рябов. На обжалование приговора у обоих сторон есть 10 дней. Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, вызов 112.